Всесоюзная здравница Крым. До перестроечные времена Крымский полуостров был излюбленным местом отдыха советских граждан. В Крым ездили по путевкам и курсовкам, в Крым ездили дикарями. Крым оставался популярным курортом и после распада СССР. Правда, число российских туристов резко сократилось. Турция и Египет стали излюбленными маршрутами россиян. Я бывал в Крыму не раз, а мое последнее посещение Крымского Черноморья датируется где-то 1985 годом. С тех пор прошло много лет, много воды утекло, многое изменилось в нашей жизни. Каким стал Крым сегодня, особенно после воссоединения с Россией? Задавшись этим вопросом, наша небольшая экспедиция на 2 внедорожниках отправляется за 2500 километров на Крымский полуостров. На дворе декабрь. Итак, какая она, первая русская зима в Крыму? По старой традиции стартуем от телецентра. Нас провожают коллеги-журналисты из службы новостей башкирского спутникового телевидения и сотрудники охранного предприятия «Сафетитек», ставшего одним из спонсоров нашего автопробега. С Татарстаном наша небольшая колонна останавливается. Здесь нас встречают активисты Октябрьского дайв-клуба «Монте-Кристо». Ладно. Так что это? Все. Чтоб в Крыму знали, что такое Монте-Кристо. До Крыма нам нужно преодолеть более 2000 километров через Самарскую, Ульяновскую, Саратовскую, Волгоградскую, Ростовскую области, через Краснодарский край и, наконец, на пароме через Керченский пролив. Пока едем, за окном стремительно меняются пейзажи, часовые и климатические пояса. Уже с наступлением темноты на вторые сутки нашего путешествия въезжаем в город-герой Волгоград. Субботний вечер, и кажется, что на городские улицы выехали абсолютно все зарегистрированные в Волгограде автомобили. С большим трудом, с помощью 3 GPS-навигаторов и подсказок местных жителей выезжаем в пригород, к шлюзам. Берем курс на Котельниково и на Сальск, игнорируя ростовскую трассу. Какое путешествие без приключений? В принципе, мы к ним были готовы. Однако внезапный скрежет железа под днищем нашего внедорожника, признаться, здорово нас напугал. Автослесари не затянули болты крепления защиты двигателя, и она попросту стала задевать при движении за асфальт. Что-то надо делать. До Котельникова, где наверняка есть автосервис, километров 20, и их надо проехать. Снаружи сильный пронизывающий ветер, начал сыпать снежок. Достаем из багажника веревку и лезем под днище. Кое-как удается привязать защиту к переднему мосту. Двигаться можно, но очень медленно. Утром заезжаем в автосервис, и за 300 рублей местный умелец устраняет все неполадки в нашем автомобиле. Вперед на Сальск. Когда-то бескрайние сальские степи слышали топот копыт первой конной армии Буденова. Сегодня через них лежит маршрут нашего автопробега. Пролетев за день Краснодарский край, к вечеру приезжаем в порт Кавказ на паромную переправу через Керченский пролив. Перед поездкой мы наслушались разных страстей про нее. Мол, сутками люди ждут очереди, чтобы переправиться на другой берег. То машин много, то штормит на море.
Вчера позвонили в порт Кавказ, сказали, что со 2 по 6 будет штормовое предупреждение, переправа будет закрыта. В связи с этим мы вот выживаем максимальные лошадиные силы из нашего автомобиля для того, чтобы успеть, возможно, на крайний паром. На удивление, порт Кавказ встречает нас открытыми шлагбаумами. Правда, часов 5 все-таки ждем своей очереди. Оплачиваем переправу. 1668 рублей за каждый автомобиль и 162 рубля с каждого человека. А права пойдут вместо паспорта? Что? Нет, паспорт. Вот, наконец, к причалу швартуется наш паром. Сначала в его нутро въезжают легковые автомобили, затем грузовые, а рядом, на соседней, по рельсам закатываются железнодорожные составы, цистерны с бензином и дизельным топливом. Во время переправы день резко переходит в ночь. Берег Крыма встречает нас яркими огнями. Ну, здравствуй, Крым! Переночевав в Керчи, берем курс на Старый Крым, где нас будет встречать наш гид Максим Смышляев, заместитель полномочного представителя Республики Башкортостан в Крыму. Первым делом Максим ведет нас на экскурсию в монастырь. Топловский Свято-Троице-Параскиевский женский монастырь расположен на склоне горы Каратау в густом лесу, недалеко от села Тополевка. В XIX веке деревушка носила греческое название Топлу. По местным преданиям, именно здесь приняла свою мученическую смерть святая Параскева Римская. После этого на месте казни забил целебный источник Чокрал Саглык-Су. В 1864 году здесь был открыт монастырь. В 20-х годах прошлого столетия его закрыли, но в 90-х вновь началось возрождение монастыря. То есть его полностью разрушили, остались одни фундамент. Вот такой фундамент остался. И вот на этом фундаменте на сегодняшний день восстанавливают, да, вот такая красота будет, вот если вы посмотрите вот на это, да, вот как вот белка песенки поет, вот такое, да, вот такая сказка. Для Крыма такого аналога нет. Это вот для России это достаточно много таких монастырей, а в Крыму таких аналогов нет. Вот. Еще одна достопримечательность Старого Крыма – мечеть хана Узбека. Ей более 700 лет, и это старейшая, сохранившаяся мечеть Крымского полуострова. Была построена в 13-14 веках в древнем городе Крым, который являлся центром юрта Золотой Орды. По нему начали называть крымским и весь полуостров. Мечеть была заложена в годы правления Золотой Ордой ханом Узбеком в 1314 году. Позже к ней добавили медресе, однако сегодня на месте медресе руины, но сама мечеть прекрасно сохранилась и является святым местом для всех крымских татар. Крым, по сути дела, это музей под открытым небом. Да? Здесь каждый камень готов говорить об истории этой территории, об истории народов, населяющих Крым. Работник Эрмитажа, профессор, доктор наук Комаровский, которому я считаю, что и крымчане, и в целом россияне должны поставить памятник, потому что он все последние 30 лет, будучи россиянином, да, то есть приезжал в Крым и защищал грудью этот памятник. При входе на территорию вот этого комплекса мечети и медресе хана Узбека с правой стороны находится такой вот участок, да, на который снесены со всего Старого Крыма надгробные плиты. Тот надгробный камень, который меня заинтересовал, это символ, канонический символ, по словам профессора Комаровского, который символизирует лампаду, древний канонический символ. Вот он рассказывает, что если бы я, говорит, вполне законно, официально сумел вывести этот надгробный
камень и передать в Эрмитаж, то те средства, которые бы мне выделили, мне бы хватило бы не только, скажем так, отреставрировать эту мечеть, это медресе, и благоустроить 3 прилегающих квартала. Наше первое знакомство с Крымом, наверное, не случайно началось с посещения культовых исторических памятников полуострова, православного монастыря и мусульманской мечети. Открыв нам свою душу, Крым начинает постепенно показывать и все остальное, свою неповторимую и прекрасную природу, экономический потенциал, свою историю и современный быт крымчан. В следующей нашей серии программы «Русская зима в Крыму» мы расскажем о Белогорском районе Крыма, который является подшефным районом Республики Башкортостан. Смотрите «Белогорск» и «Белогорцы». Большой, надежный, проходимый. Почувствуйте это сами и покоряйте новые горизонты на внедорожниках Mitsubishi. Эмоции, драйв, приключения и чувство свободы уже в комплекте. Подробности и выгодные условия на покупку на Новосибирской 2/2 в автоцентре «Независимость Mitsubishi». Mitsubishi. Надежно. Колбасы и деликатесы Сава готовятся по традиционным рецептам, чтобы вы могли почувствовать всю силу родной природы. Сава. Вкус родного края. Охранное предприятие «Софититек» предлагает услуги пультовой охраны. Охранная сигнализация, видеонаблюдение, охранно-пожарные системы. Охранное предприятие «Софититек». Высокий уровень защиты.